Напомню, что термином коренизации был обозначен советский вариант национальной политики межвоенного периода. Официально она была провозглашена на 12-м съезде РКПБ, проходившем в апреле 1923 года. Но одна из ее особенностей – это региональный характер. Поэтому, например, в УССР коренизация получила название коренизации, а в Крымской ССР она получила название татаризации. Именно такой термин фигурирует в сотнях и сотнях официальных документов, которые издавались ЦИК и СНК Крымской АССР. Однако большевики были очень хорошими тактиками. Их центральная задача, это, конечно, было сохранение и укрепление своей власти. И как великолепные тактики, они сделали коренизацию политикой, обладавшей огромным прикладным характером и направленным на решение важных, насущных проблем тех народов, которые проживали в Крыму. Поэтому с известной долей условности анализ архивных документов позволяет говорить о нескольких направлениях политики коренизации. Во-первых, безусловно, генеральное направление – это татаризация. Это создание национальных районов, сельских советов, школ, клубов, ликвидация неграмотности, квотирование в органах власти и управления. Второе большое направление – это, конечно, политика в отношении евреев. Это знаменитая кампания аграризации евреев, поскольку именно север Крыма, Джанкойские и Евпаторийские районы были определены Комзетом для массового переселения евреев в хронологических рамках официально с 1925 по 1938 год. Всего, напомню, на 1938 год в степи было создано с нуля более 100 поселков, 100 населенных еврейских кантонов. Третье направление – это политика в отношении нацмен Запада. Этот термин советский в 20-х годах обозначал немцев, чехов, поляков и эстонцев. Это такое вообще-то холодное и дистанцированное отношение. Почему? Потому что нацмены Запада расценивались как своеобразная пятая колонна. Напомню, что отношения советского государства с Эстонией и межвоенной Польшей были далеко-таки не самыми блестящими. И было еще одно такое прагматичное направление к небольшим по численности народам. Это был комплекс мероприятий, направленных на решение каких-то важных задач. Это, конечно же, цыгане и это караимы. Лояльные советские граждане, которые находились на периферии интересов советской власти, где численность была немногим более 5000 человек. Напомню, в апреле 1921 года была проведена первая предварительная всекрымская перепись населения, которая зафиксировала в Крыму 5564 караима, из них в гендерном отношении 2443 мужчины и 3121 женщина. Цифра в ближайшем будущем будет скорректирована, поскольку Крыму было суждено пережить в 1922 году колоссальнейший голод. Напрямую это нашей сегодняшней тематики не касается, но напомню, что от голода в Крыму умерло порядка 100 тысяч человек из 720 тысяч людей, которые проживали по данным переписи апреля 1921 года. То есть он носил массовый характер, систематический характер, к сожалению, сопровождался людоедством, трупоедством, я прошу прощения, когда огромные массы населения были, в общем-то, доведены до такого исключительного состояния. И караимам предстояло пережить этот голод. Я о нем упомянул не случайно, потому что следующая перепись – это первая всесоюзная перепись населения, проведенная в декабре 1926 года. Она фиксирует в Крыму сокращение численности караимов. Это 4213 человек, из них 1742 мужчины и 2471 женщина. Таким образом, сокращение числа караимов с 21 по 26 год составило 1351 человек. Очень много. 1351 человек, если по переписи 21 года, 5564. То есть число караимов сократилось на 1/3. Можно...
1/3 с 21 по 26 год. То есть за короткие хронологические рамки. И вот как раз таки традиционные исследователи считают, что именно голод вот нанес такую деформирующую удар по демографической структуре численности караимского народа. В отношении караимов советская власть проводит несколько важных мероприятий. Прежде всего, это мероприятие в сфере народного образования. Во-вторых, это мероприятие по вовлечению караимов в профессиональные учебные заведения. Это ФЗУ, ШУМы и техникумы. И в-третьих, это общественная деятельность. Это работа городских клубов и это работа из читален. Если это сельская местность, караимов это особенно не касалось, поскольку это было городское население. Именно вот здесь, в сфере народного образования, как раз таки вот та энергия караимов, которую мы видим в дореволюционный период, она реализуется наиболее полно. Хотел бы сказать о таком очень интересном сюжете. Комиссия 1921 года из Народного комиссариата по делам национальностей под руководством Булушева посетила Крым. И замнаркома Булушев, наркомнаца, в отношении Николая Ивановича Бухарина составляет докладную записку, и вот что он пишет. Интересная очень трактовка. 44% населения Крыма составляют татары. К татаризованным народностям принадлежат местные цыгане, караимы, крымчаки и отчасти крымские армяне и греки. Вот так представители Народного комиссариата по делам национальности виделась здесь этническая ситуация в Крыму. И следуя этому подходу с караимскими школами, а их было очень мало, хотел бы сказать о том, что на 1921 год в Крыму функционирует только 3 караимские школы. Безусловно, это идет в разрез с дореволюционным периодом, Александровским училищем, 3 начальные караимские школы, в которых обучается 35 детей. Ну, понятно, что 35 детей – это следствие голода 1922 года и вот этого провала демографической ямы. И обучение ведется либо на русском, либо на крымско-татарском языке, на что неоднократно пеняет такая специфическая структура, как Крымсовнацмен. Крымсовнацмен был создан в том же 1921 году в составе Народного комиссариата просвещения Крымской АССР. Его возглавил Семен Гамалов. И задача Крымсовнацмена это было развитие национального образования, национальной школы в Крыму. При этом, наверное, все-таки можно сказать национальной школы, а не школы с обучением на родном языке. Школа с обучением на родном языке придет позже, в 1930-х годах. А пока что здесь такой образно, скажем так, национальный дух, национальная энергия, она присутствует очень сильно. При этом хотел бы напомнить о том, что это были школы с 5-летним сроком обучения. В школах с русским языком обучения 4 года начальная школа, национальных школ 5 лет, а затем следовала школа второй ступени. Школа второй ступени это 7- и 9-летка. И вот здесь как раз таки в Украине возникала огромная проблема, потому что проучившись в школе первой ступени, ребенок потом, как правило, попадал в школу второй ступени с другим языком обучения, русским языком обучения. К сожалению, караимам не сложилось создать школу второй ступени, чтобы вся вот эта, грубо говоря, линейка национального образования, она была бы на родном языке. Были созданы школы второй ступени крымско-татарские, на первом этапе 9 школ в рубеже 20-х годов. Были созданы армянские, греческие, еврейские в Симферополе. Когда говорим еврейские, речь идет о идише, а не иврите. Украинские, а вот караимской школы второй ступени так создано и не было. Хотел бы напомнить о том, что с 24 по 26 год в крымских школах насчитывается 145 караимов, что составляет 1,5% от общего числа обучающихся в школах. А в школах второй ступени автономии караимов всего 0,2%. Для сравнения, цифра хороша, но в сравнении
Крымских татар в системе народного образования Крымская ССР 10,5%, крымчаков 5%, евреев 1%. После 2021 года ситуация ухудшается. К 1 сентября 1925 года на полуострове действуют уже только 2 караимские школы первой ступени. Несколько возросла численность учеников. Последствия голода были преодолены, поэтому это 90 человек. В этих 2 караимских начальных школах обучение ведут 4 преподавателя. Школы были одна в Симферополе, одна в Евпатории. И такая же динамика сохраняется на последующие десятилетия. Всего в крымских школах первой ступени с 26 по 27 год обучалось 49 500 человек, русских, крымских татар, афган, евреев, немцев, болгар. И здесь вот такая специфика. Есть графа в школьной переписи, была проведена специализированная школьная перепись для подготовки введения всеобщего начального обучения, которое в Крыму должно было быть завершено к 30 году. Графа «Прочие». И вот этих прочих насчитывается 1216 человек по школьной переписи. Вот как раз таки крымские караимы, они вошли вот в это число прочих. Хотел бы напомнить о том, что к 30 году был разработан план мероприятий по введению всеобщего начального обучения. Были выделены из бюджета средства, велось активное школьное строительство, но акцент был сделан прежде всего на вовлечение крымских татар и представителей других национальных групп. А караимы продолжают вот таки фигурировать вот в этой категории прочие, и какого-либо школьного строительства, увеличения числа караимских школ, даже в отличие от крымчанской Феодосии, не учитывается. Еще один аспект – это профессиональное образование. Вообще глобальная идея большевиков была следующая: сформировать в Крыму, где половина населения сельское население, национальный пролетариат, поскольку большевистская доктрина, она была ориентирована на городских жителей, на пролетариев. Но по данным переписи декабря 26 года 75% числа крымских татар – это сельские жители, которые остаются глухими к большевистской доктрине. И вот сформировать вот этот национальный пролетариат как социальную опору, как социальную основу большевистской власти. И ставится задача вовлечь представителей разных народов в профессионально-технические учебные заведения, которых на 1932 год 32 техникума, 39 профшкол и 8 рабфаков. Однако надо заметить, что число караимов там буквально единичное. Например, в Крымском рабочем факультете имени Назукина учится всего 2 караима. Здесь надо отметить следующее обстоятельство, что советская генеральная линия введения всеобщего обучения, ликвидации неграмотности, она для ряда народов Крыма не была актуальной. Она не была актуальной для караимов, городских жителей, достаточно богатых, хорошо обеспеченных системой образования в революционный период, и она не была актуальной для немцев. Хотел бы напомнить о числе немецких начальных школ. 155 школ на 1927 год и плюс 5 школ второй ступени с собственными библиотеками, семейными участками и так далее. И вот эти генеральные программы, они оказываются не актуальными. Хотел бы обратить ваше внимание еще на такой очень важный аспект в жизни крымских караимов межвоенного периода. Это роли религиозных общин, и это, конечно же, судьба культовых зданий, судьба кинас. Большевики с первых же дней советской власти заявили себя как яростные гонители церкви. 2 вер, 2 религий, большевистской и какой-то другой быть в принципе не могло. Однако, повторю, что они были великолепными тактиками и в отношении разных конфессий проводили очень дифференцированную, подчас очень аккуратную, выдержанную политику. Эта политика была очень мягкой в отношении ислама.
нужно было привлечь на свою сторону национальное крымско-татарское крестьянство, поэтому вынуждены были мириться с общинами, с мечетями, преподаванием вероучения с 14-летнего возраста. Достаточно мягкое в отношении евреев. Почему? Потому что Джойн дает большие деньги на переселение, поэтому фактор религиозного притеснения он был бы как раз таки не к месту. И были вынуждены мириться с 3 небольшими караимскими религиозными общинами, потому что, повторю, они находятся на периферии интересов большевиков. Хотел бы напомнить о том, что в Крыму действует организация «Союз воинствующих безбожников». В организацию входит 40 тысяч человек молодежи, издаются общесоюзные органы, газеты и журнал с такими очень хорошими, интересными названиями «Безбожник» и «Антирелигиозник». И порядка 400 человек караимов входит в состав Союза воинствующих безбожников. Община и кинасы – это удел старшего поколения. Почему это? Ну, возможно, предложить один из следующих ответов. Большевики стремились разорвать межпоколенные связи, потому что если разорвана межпоколенная религиозная связь на молодого человека или на женщину, активная советская гендерная политика, намного проще оказывать влияние. И комсомол, МОПР, ОСАВИАХИМ, Союз воинствующих безбожников – это был вызов по отношению к этому старшему поколению. По состоянию на 1 января 1929 года в Крыму насчитывается 6 караимских религиозных общин. Для нужд верующих предоставляется 6 зданий религиозного культа. Одна кинаса закрыта. Ну, в сравнении. Еврейских религиозных общин на этот же 29 год 35, зданий религиозного культа 30, из них закрыто 12. Действующих православных культовых зданий 148, закрыто 95. То есть 148, закрыто 95. Эта цифра однозначно показывает, что в отношении православия советская власть не стеснялась себя в средствах. Это была такая очень жесткая политика, направленная прежде всего против православных общин. Обратите внимание, действующих мусульманских мечетей 512. 512 на 1929 год. Из них закрыто 69. То есть цифра подтверждения такой, в общем-то, мягкости курса. И работа этого союза воинствующих безбожников. Известную установку в проведении антирелигиозной политики дает такое мероприятие общественное, как первое всекрымское совещание представителей национальных меньшинств. Оно состоялось в Симферополе 26 марта 1926 года. И власти пытаются рапортовать на этом всекрымском совещании представителей национальных меньшинств об успехах, ликвидации неграмотности, расширении числа начальных школ, но, повторю, для караимов эти достижения не являлись актуальными. Интересно отметить, что представитель крымского правительства в своем публичном докладе отмечает, цитирую, что караимский народ – один из самых старых народов Крыма, который, цитирую дальше, должен быть воскрешен для нового общественного культурного строительства. Один из докладов на Всекрымском совещании был осуществлен председателем ЦИК Крымской ССР Вели Ибраимовым. Вели Ибраимов в своем выступлении, в частности, говорит следующее, я цитирую его. Теперь караимы могут смело приступить к созидательной работе, не боясь угнетения. Мы будем всемирно содействовать культурному объединению караимов. Ну, вот это смелое советское строительство, оно не вышло за рамки прежних, имевшихся уже достижений. В частности, до 1929 года действует Караимская национальная библиотека. В Симферополе по инициативе Караимского просветительского кружка во главе с Нейманом также действует библиотека. Для сравнения, в 1926 году в Симферополе всего было 8 тысяч читален и 3 национальные библиотеки – крымско-татарская, армянская и еврейская. И еще один сюжет, о котором я хотел бы сказать, это, конечно, деятельность Крымского объединения караимских общин. Подконтрольная советской власти организация
В 20-х годах это было еще возможно. Почему? Потому что общесоюзный здесь сюжет. После смерти Ленина в партии лидера, равного ему по авторитету, по влиянию не было, и завязывается очень острая внутрипартийная борьба между Троцким, Бухариным, Зиновьевым, и поэтому вот эта партийная такая образная хватка, она в частности в регионах она ослабевает. И это стимулирует дискуссии в самой крымской партийной организации. Многие из ее лидеров, таких, например, скажем, как Носов, как Петропавловский, они троцкисты по своей политической ориентации. И в условиях этой относительной, как бы в советских рамках, доли свободы допускается создание общественных организаций. Где-то организации соединяют общественную и государственную инициативу. Ну, например, Крымское общество помощи переселенцам и расселенцам. Это национальная крымско-татарская организация. Так вот, в феврале 1924 года караимскими активистами был зарегистрирован устав Крымского объединения караимских общин. Во главе становится правление этого союза. С 1 по 3 июня 1924 года в Симферополе проходит первый учредительный съезд этой общественной организации. Пленум Крымако собирается в июне 1925 года. В декабре 1925 года собирается Всекрымское совещание, а 21 марта 1926 года проходит второй съезд Крымского объединения караимских общин. Там работают такие видные общественные караимские деятели, как ГИС, Вах, Новицкий, Ачан, заместитель председателя, Синани, ответственный секретарь, Когин, Брик, Бурнас, Микеев, Севт, Симферопольской караимской общины, Кискачи, Тироп, Ефет, Луцкий, Культе, Шамаш, Мангубет, Евпатаийской караимской общины, Крым, Топал, Культе, Бабарджан, Каржа, Фефили, Джумук от Феодосийской караимской общины и Аксюс, Григулевич, Какей, Бакал и Шайтан от Севастопольской караимской общины. Но также в работе этих органов принимают участие представители от общин Ялты, Бахчисарая, Керчи, Харькова, Мелитополя и Одессы. Я уже упомянул о Народном комиссариате просвещения. Помимо крым-совнацмена там было еще так называемое академическое совещание. И задача этого академического совещания это была формирование авторских коллективов, подготовка учебников, выработка программ совместно с так называемым курсом. И НЭМА в академическом совещании Крымнаркомпроса по линии Крымуко составляет письмо, адресованное научно-методической комиссии, в котором есть сведения об истории и культуре караимов, и в этом письме указывается о потребностях, а именно о подготовке учителей и о подготовке учебников авторскими коллективами. Он же был и участником первого съезда Крым-УКО, где, в частности, взглядом обращается о потребностях народного образования. Суммируя, можно сказать следующее, что с известной долей условности межвоенный период может быть поделен на две такие части, 20-30-е годы. 20-е годы, с одной стороны, мы видим персекуцию, но общественную инициативу в Крыму, мы видим деятельность 3, потом 2 караимских школ, мы видим попытки там, формирования авторских коллективов и новых учебников. Но в то же время 20-е годы это негативная тенденция. Это сокращение на треть числа караимов. А с 30-го года мы видим совершенно ухудшение ситуации в связи с авторитарным политическим режимом, когда даже эта инициатива она была свернута, а караимы влиты в общие школы